20 лет как антимонопольная служба России стоит на страже закона о конкуренции, рекламе и закупках. Новое ведомство было создано указом президента Российской Федерации 9 марта 2004 года и занимало одно из ключевых мест в системе исполнительной власти. За это время проделана нашим ведомством колоссальная работа. Это, как мы все знаем, отмена внутрисетевого роуминга. Когда с соседнего субъекта нам звонили, мы платили, либо мы звонили, опять мы платили и так далее. То есть своеобразная. Потом отмена так называемого мобильного рабства. Также было отменено и при переводе с одного счета на другой между субъектами, если это владелец один и тот же, банки тоже взимали свои проценты. Это тоже было отменено благодаря стараниям, усилиям ФАС России. Сегодня ведомство проверяет, выявляет и пресекает правонарушения, а также привлекает нарушителей к ответственности. Одна из главных задач ФАС – защищать конкуренцию во всех сферах бизнеса. Именно соперничество на рынке стимулирует развитие новых технологий и поиск наиболее эффективных способов производства. На сегодняшний день ФАС России занимает 9-ю строчку в этом рейтинге в мире. Поэтому мы такая служба сама довольно такая динамичная, мы постоянно там развиваемся, принимая лучшие практики в мире. В том числе, допустим, антимонопольный орган принял впервые в России такую норму, когда один из, допустим, в данном случае это сговор, сговорившийся приходит и говорит: мы сговорились, я не знала про это, либо знал, но уже раскаиваюсь. И если он приходит, говорит об этом, о правонарушении, которое он совершил, административная ответственность в отношении него не применяется. Он освобождается от ответственности. Если главному штату исполнилось 20 лет, то наше региональное управление в этом году отметило 11-летие. Изначально в 2008 году создается Чечено-Ингушский УФАС, а уже в 2013-м управление реорганизовано в 2 отдельных. За это время рассмотрено тысячи жалоб граждан и бизнеса. Сегодня в штате Ингушского управления 11 человек, каждый из которых предан своему делу. Рамазан Невлоев работает с первого дня создания ведомства. На самом деле возбуждено очень много дел за период работы управления. Рассмотрено более 10 тысяч административных дел, наложено более 100 миллионов штрафов и проделана колоссальная работа. Защищено очень много прав предпринимателей и граждан. Сегодня у управления немало раскрытых громких дел. Так, по итогам прошлого года Ингушское было в числе лучших территориальных органов ФАС России. У нас были значительные дела и значительные штрафы, на которые мы налагали. Допустим, только за 1 год сумма штрафа составила 201 миллион рублей. Кроме этого, мы рассказывали про дело. Самый крупный картельный сговор на торгах в мире. Это дело тоже было выявлено у нас, и мы его расследовали. Практически все субъекты Российской Федерации были окутаны вот этим вот спрутом. Радуют результаты не только за прошлые годы. В управлении уже подвели итоги первого квартала текущего. После проверок ведомства выдано 3 предупреждения, из которых 3 исполнено в срок и возбуждено 5 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Эти дела были возбуждены в отношении одного из министерств нашей республики за продажу автотранспортного средства без проведения торгов, что является недопустимым, так как каждый гражданин нашей страны имеет право зайти на торги, и если ему этот автотранспорт приглянулся, подать заявку, принять участие, через участие в торгах выиграть, ну и, соответственно, приобрести это автотранспортное средство для себя. Одно предупреждение было выдано «Газпром» газораспределения города Назрань за навязывание невыгодных условий договора своему контрагенту. С нашим предупреждением, в данном случае монополист, он согласился, ну, и внес изменения в части того договора, который хотел с ним заключить. Так, чаще всего встречается нарушение статьи о защите конкуренции, которые выражаются в обозначении объектами знака номер 1, самый лучший и тому подобное на рекламных вывесках, что является некорректным сравнением. Оно допускается законодательно, если вы приводите там же на рекламной поверхности доказательства, в связи с чем вы являетесь номер 1. А во всех остальных случаях, если этого доказательства нет, то писать номер 1, лучше и так далее, оно является недопустимым. Это недобросовестная конкуренция по отношению к такому же продавцу, как и ты. То есть товар у вас одинаковый, но это почему-то номер 1, а вы не номер 1. Соответственно, покупатель проходит, он видит, что это номер 1, и начинает лучший товар, самый свежий товар и так далее, хотя он одинаковый. Ну и, соответственно, покупатели идут к нему. И это является актом недобросовестной конкуренции, является недопустимым, согласно антимонопольному законодательству.
Работа УФАС в принципе тяжела тем, что трудно доказать что-то на суде или иное лицо нарушило антимонопольный закон. Поэтому расследование этих дел тянется месяцами. Ведомство не гонится за хорошей статистикой и громкими результатами. Для печати в СМИ они заняты тем, что пресекает теневой доход, возвращает средства в бюджет. Поздравляю всех своих коллег с 20-летием ФАС России и всех причастных к этой дате, всех, кто принимал участие в становлении, в развитии нашей службы. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.